Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 29 января. Это у нас будет понедельник. Смотрим мы с вами на колоде пасьянс все 12 знаков. Но смотрю я в двух частях, по 6 знаков в каждой части. Это первая часть. Овны, 29 января. Понедельник, события дня. Застолье. Понедельник выпадает у вас почему-то. Маска, обман. Деловая встреча. Приятная встреча, свидание. Может быть, деловая будет приятной. Конфликт. Удачу нельзя по горизонтали. Дорога еще есть. Дорога на свидание. Ну, здесь я не вижу совпадения. Получается, у вас в этот день может быть застолье, свидание, может быть свидание в кафе, в ресторане, деловая встреча, дорога, конфликт и обман. То есть два предупреждения. Вас могут обмануть, да, то есть в этот день может быть конфликт с кем-то. Вот ваша задача постараться этого избежать. Благодарю за внимание, Овны. И перехожу я к тельцам. Двадцать 29 января. События дня для тельца. Друзья, дружба. Мешок с деньгами. Второе событие. Прибыль. У вас, скорее всего, будет и прибыль, да, то есть по финансам, и расходы. Скользкое дело. Хитрости, махинации. Смотрите, это сочетание не очень хорошее. Деньги, и рядом ложится скользкое дело. Радость. Удачу нельзя. И разочарование. Колодец. У вас день крайностей, знаете. От печали, да, от печали до радости называется. Успех нельзя. Ну, здесь нет совпадений. Так, значит, смотрим. Получается, из хорошего у вас общение с друзьями. Возможно, будут расходы, доходы, хорошее настроение.
А из плохого карта показывает, что вас попытаются втянуть, да, то есть в какие-то интриги, вокруг вас будут плести сети, да, то есть и ловить вас как рыбку на свою удочку, и вы будете разочарованы. Карта печали. Ну, понятно, да, то есть если это получится у этих людей, то понятно, что вы будете разочарованы. Поэтому будьте осторожны. Особенно не очень хорошо, что это ложится рыба возле сундука. Да, то есть там с доходами может быть что-то связано не очень хорошее. Так что будьте осторожны в этот день. Благодарю за внимание, тельцы. Перехожу к близнецам. Близнецы, 29 января. Понедельник. Исполнение желаний. Первое событие. Цветок. Любовь. Нерешенный вопрос. Цепь. Решение вопроса. То есть нерешенный вопрос точно решится у вас. Возможно, вы уже много раз пытались решать и не получалось. И вот в понедельник получится. Да, видите, есть колебания, сомнения. То есть вы будете сомневаться, получится или нет. Но карта говорит, что получится. Тут еще мог быть второй вариант, обман. Можно было тоже соединить. Да, то есть или весы, или маску. Ну, я увидела весы, оставляю их. Если вы увидели маску первую, тогда у вас может обман проиграться. Конфликт. По горизонтали есть. Вертикали не вижу. Так, значит, смотрим. Получается, в этот день из плюсиков исполнение желания. Все хорошо в личной жизни. Может быть, появление личной жизни, если ее нет. Дальше решится какой-то нерешенный вопрос. Могут быть сомнения у вас в этот день, да, то есть как бы все в принципе неплохо. И единственный минус – это конфликт. Да, то есть вот ваша задача постараться избежать конфликта, чтобы не испортить себе, в принципе, позитивный день. Благодарю за внимание, близнецы. И перехожу я к ракам. Раки, 29 января. События дня. Колокольчик. Первое событие – это пустые разговоры. Змея. Возможно, со змеей будут разговоры. Надежда. Приглашение. В пустых разговорах вас могут куда-то позвать, пригласить. Открытие тайн, секретов.
подарочек. Подарок, сюрприз, бонус какой-то. Застолье. Бокал. Ну, здесь нет. Значит, смотрите, получается, в понедельник у вас будут пустые разговоры, приглашение, застолье, подарок, надежда в этот день, да, то есть какие-то надежды будете возлагать на этот день. Могут открываться секреты, тайны, то, что было спрятано, закрыто от вас, да, то есть по замочку открывается. И общение может быть с человеком, у которого такой острый язык, да, то есть змея. Поэтому, ну, иногда, конечно, змея показывает человека по году рождения змея, может показывать медика тоже. Ну, основное ее значение, да, то есть это человек, который пытается нас ужалить. Да, то есть вы должны быть к этому готовы. Может быть, змея вам откроет какой-то секрет. Да, то есть рядышком события, если выпадают, то очень часто они проигрываются вместе. Ну, не всегда, но частенько так бывает. Вот такая вот информация для вас, подсказка, раки. Благодарю за внимание. Перехожу я дальше ко львам. Львы. 29 января. Понедельник. События дня. Львы. Солнышко, радость. Хорошее настроение у вас будет в понедельник утром. Удачи нельзя. Мешок с деньгами. Казенный дом — это госучреждение. Возможно, банк, да, то есть банк и деньги. Например, идете что-то оплачивать или снимать деньги. Подарок. Может быть, какой-то бонус получите при снятии, например, да, денег. Ожидание. Ожидание денег. Новости. Новости, скорее всего, в электронном виде будут. Молния показывает, да, то есть это смс-ка, письмо на почту может прийти. И конвертик, да, то есть получение. Вы что-то получаете в этот день. Получаете деньги, получаете подарки, получаете какой-то документ, например, в казенном доме. Месяц еще есть. Это событие, которое повторяется каждый месяц. Может быть, вы каждый месяц что-то получаете или проплачиваете. Да, то есть казенный дом и месяц. Ходите раз в месяц в госучреждение. Так, ну здесь нет. Значит, смотрите, получается хорошее настроение. У вас будет в понедельник с утра. У вас будут решаться какие-то финансовые вопросы. Деньги выпали. Будет посещение госучреждения, ожидания, подарки, новости, получения и события, которые постоянно с вами повторяются. Каждый месяц вот будет 29-го. Вот такая вот информация для вас. В принципе, у вас все события хорошие выпали. Ну, кроме ожидания, да, то есть, ну, как бы ожидание — это тоже не самое плохое событие. Благодарю за внимание, львы. Я перехожу к делам. Девы, 29 января.
29 января. События дня для Дев. Покажите мне. Понедельник. Что у Дев будет? Свидание у вас может быть. Ну или какая-то приятная встреча. Если на свидание не с кем ходить. Общение с друзьями. Вот, пожалуйста, да, то есть с подружкой, с другом можете встретиться, это и будет приятная встреча. Ключик. В этот день все в ваших руках. От вас будет многое зависеть. То есть перед вами открываются двери. Ну и вы можете этими шансами либо воспользоваться, либо нет. Так, нерешенный вопрос. Смотрите, может быть еще в этот день. Прибыль. Финансовые поступления. Возможно, какой-то будет нерешенный вопрос, связанный с финансами. То есть вы до конца не решите в этот день. Может быть так. Хорошие новости, шарики. Прям такие радостные будут. Ну, здесь нет. Значит, смотрите, в принципе, день хороший. Да, вот за исключением только этого события. Получается, у вас будет приятная встреча, общение с друзьями, позитивные новости. Ключик показывает, что перед вами открываются двери, да, то есть нет никаких преград. Финансовые поступления будут однозначно. То есть прибыль точно будет, деньги придут. Ну и это, вот единственный минус — это нерешенный вопрос. То есть какой-то один вопрос решен не будет в этот день. То есть, возможно, придется решать и другой. А ну, сейчас я посмотрю. Одна половинка ножниц и другая у нас по периметру выпала. Да, то есть вот здесь она была. Ну, это буквально вот 1-2 дня, скажем так. Да, то есть у вас решится этот вопрос в течение 1-2 дня. Тот, который в понедельник не решится. Вот такая вот информация для вас, девы, на понедельник. Благодарю за внимание и перехожу дальше к весам. Но знаки от весов и до рыбок у меня уже будут во второй части видео. Ссылочку на вторую часть я оставила внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, мы с вами уже увидимся во второй части.